из садика на тихий час уводили. Меня полиция уводила, но я их поцарапал, покусал, вырвал волосы, убежал. Мне позвонила заведующая и говорит: заберите вашего ребенка, он неадекватный, он избил органы опеки. Моя первая реакция была: а при чем органы опеки в садике? И при чем тут мой ребенок? Мне говорили: приезжайте, объясним. Я приехала, органы опеки там уже составляют акт какой-то, что мой ребенок неадекватный, что там кого-то там избил, они его забирают в приют. И они мне сказали, что мы у вас все равно заберем детей. Как бы вы ни старались, мы все равно их заберем. У ребенка была очень большая травма, он боялся ходить в детский садик. Ему страшно было даже шаги за дверью слышать. Илона Руденя, Беларусь, город Солигорск, принимала активное участие в протестах после фальсификации президентских выборов 2020 года. Было заведено уголовное дело. Власти шантажировали ее лишением родительских прав. Предпринимались попытки забрать детей в интернат. До 2020 года все относительно было хорошо. Было много веселья, много друзей. Мы часто с ними ходили на прогулки. А после 2020 года начался пресс на меня, на мою маму, на брата. В общем, все стало очень плохо. Как-то раз даже пришли из соцопеки за мной в школу и сказали: собирай вещи, мы забираем тебя в детдом. Домой тоже ко мне часто заходили, говорили: мы тебя все отдаем в интернат, потому что твоя мама политически преследуемая, ты с ней жить не можешь. Перепробовав разные способы воздействия на Илону Руденю, белорусский режим нашел ее болевую точку – ее детей – Даниила и Ксению. В конце уже 2020 года, это был декабрь месяц, и моя мама сказала, что все, Ксюша, мы собираем вещи и переезжаем в Литву. Там нам будет безопаснее, там нам будет легче. Последней каплей было то, что на меня у подъезда напал начальник патрульно-постовой службы милиции. Это мы с ребенком возвращались домой, подходим к подъезду, и тут сразу милиция. Мы кое-как открыли дверь. Он напал, и все. И уже в подъезде пытался меня затянуть в машину и кричал, что вот ты уже и добегалась, у тебя было 5 лет, теперь стало 15. И я у них упросила кое-как, чтобы они меня оставили до утра с детьми. И все, и утром в 5 утра я сбежала из дома. У подъезда дежурила машина, и под окнами тоже дежурила, то есть с двух сторон, чтобы я не смогла ни через окно выбежать, ни через подъезд. И я подумала, что если я буду вместе с детьми выходить, естественно, это видно, это большое скопление людей. И я договорилась с подругой, чтобы она утром забрала детей, отвезла к себе. Так понимаю, это было 5 утра, они, наверное, не ожидали, что я буду одна. И плюс они, наверное, не ожидали, что я буду, так сказать, в чем-то ярком, потому что я выбежала, на мне была бирюзовая куртка длинная. Я просто вышла и спокойно пошла так уверенным шагом, как будто ничего и не происходит. Визы у нас были заранее, но когда мы сделали визы, это был конец сентября, начало октября, мы сделали визы, и мне уже в визовом посольстве сказали, что выезд для меня закрыт. То есть я уже была не выездная. Я когда искала вариант, как мне выехать, мне потом уже моя подруга сказала, говорит, есть в Литве организация такая допомога, она помогает беженцам, свяжись с ними. И я, наверное, связалась с коллегой за день до моего побега. То есть я сначала 4 границы пыталась пересечь, и когда уже я поняла, что легально у меня никак не получится, я ей позвонила, говорю, Наталья, я пойду пешком, я пойду лесом. Она меня поняла.
Наталья Коллегова, основатель и директор общественной организации «Допомога», которая оказывает в Литве поддержку белорусам, вынужденным покинуть родину из-за политического преследования. Создала сеть волонтеров и вместе с ними помогает белорусам обеспечить безопасность и адаптироваться к нормальной жизни на территории Литвы, найти временное жилье, работу, получить медицинское обслуживание и материальную поддержку на первое время. Илона думала, что она может себе позволить проехать в виде подруги-дальнобойщика через российскую границу. Я, конечно, сказала, что это невозможно, потому что уже был опыт, что общая база. Но дети, они такие дети, что они все хотят попробовать сами. Поэтому она сказала, нет, я тут точно вариант. И Илона двинулась параллельно с детьми, дети поехали на границу. Мы там оформляли документы, я ездила на границу, сама их забирала, потом привезла, поселила. То есть, помню, такой, да, Данила поселил квартиру там в старом городе, а Данила такой пришел и говорит, что-то мне тут не нравится. Я говорю, чего тебе не нравится? А там такая, квартира просто в старинном стиле сделана. Новая, все, но в старинном стиле. Говорит, старье какое-то. Он говорит, я хочу свою квартиру новую, современную. Я такая говорю, Данилушка, говорю, мама придет, тогда будете жить где хотите, в новом, современном. И в это же время Илона оказалась не пущенной все-таки из Российской Федерации на Латвию, потому что там она ехала. Потом у нее была попытка поехать там на Три сестры. Там тоже ничего не вышло. Потом она приехала на границу в Чернобыльскую, на Украину. И там до этого момента не было связи, интернет. И в день, когда она приехала, выяснилось, что интернет-связь налажена, что списки обновлены, и Илона уже там есть невыездная. И в связи со всеми ее попытками ей уже прямо черную печать поставили о том, что ей запрещен выезд из Республики Беларусь. А надо сказать должное, что это все-таки ее стремление мамы, как в том, пусть мама услышит, пусть мама поймет, да? Пусть мама меня непременно найдет. И вот эта ситуация ее... То есть у меня была бесконечная вера, что у нее получится, потому что она была невозможно как привязана к детям, и это ее толкало через все эти тяжкие. Конечно, я даже не представляла, что она настолько хрупко внешне выглядит. И когда мы с ней все-таки, мы постоянно были с ней на связи, дети уже были в безопасности, это, конечно, давало ей силу. Это все произошло там 3 суток. Я в интернете нашла, где там Литва, где там нет забора. Перелазила через все форумы, поехала. Таксист, который меня подвозил к этому месту, он понял, когда мы подъехали, он понял, для чего я сюда приехала. Потому что он у меня спрашивает адрес. Он говорит, мы приехали в эту деревню. Говорит, а какой адрес? Я говорю, Ленина 3. Он говорит, девушка, здесь нету такой улицы. Я говорю, социалистической. Говорит, нет, здесь только одна улица. Но название я вам не скажу, потому что вы сюда приехали не в гости. Я, честно, побоялась, что он меня сдаст. Но он оказался очень хороший. Он меня на руках перенес через речку, поднес практически под самую границу. Не практически там за 4 километра до границы меня оставил и ждал, пока я перебегу. Я приехала к границе к 7 утра для того, чтобы попасть на пересменку, потому что с 7:30 до 8 у них пересменка. И как раз в 7:30 пограничники начали обход. Я подождала, пока они закончат обход, и пошла по их следам. Поэтому первую часть пути я не боялась проходить, потому что знала, что пограничники с собаками уже не пойдут за мной. Я боялась только идти по полю, потому что там камеры, и там уже могла приехать патрульная машина и меня забрать. Кое-как я ползла на четвереньках по лесу. Я боялась встать, боялась, что там будут пули у меня над головой нестись. Вот такая у меня было самоощущение, паранойя какая-то. Я была как леший. На мне все колючки, шишки. Я была реально как какая-то баба-яга. Чумазая, грязная, мокрая. Ноги уже были полностью отморожены у меня в сапогах. Просто выливали воду из сапогов. И когда я уже доползла
Я увидела заветные столбики, белорусский столбик, столбик с литовским флагом. Я поняла, что это Литва. Интернета практически не было, тем более я его боялась включать. Я смотрела по GPS. GPS был неточный, потому что глушилки стоят. Я очень долго приглядывалась, прислушивалась, чтобы не было никаких звуков, чтобы там за мной не было погони. И буквально там в 3 шага я перепрыгнула эту зону, оказалась в Литве. Я просыпаюсь от того, что мне приходит смс-ка. Илона стоит под литовским знаком и сдувает снег со своих ладоней. Люди! Живи Беларусь! Тогда уже мы быстренько нашли, конечно, связались с пограничниками, подняли там спасателей, чтобы ее найти. Спасибо вообще, конечно, пограничники литовские – это боги, которых я не перестаю благодарить. И надо помнить, что литовские пограничники, да, это люди, которые в форме. А наши люди из Беларуси, у них форма вызывает определенные отрицательные эмоции. И вот тут их встречают люди в форме. Они бывают иногда даже с татуировками, там еще с какими-то вещами, но они при этом такие бесконечно теплые. И просто своих белорусских братьев, там, сестер, они воспринимают именно на таком уровне. Вот на уровне бесконечной эмпатии. Я очень сильно волновалась за нее. Было, конечно, страшно, потому что могли ее убить, подстрелить. Но я очень рада, что все хорошо закончилось. Ее в Литве приняли, и она смогла снова присоединиться к нам. Мамы не было 10 дней. Она бегала 4 раз по границе России. Я ее ждал. Я ее встретил, но со слезами. Но я ее встретил. Для меня это была сильная радость. Заходи. Заходи давай. Блин, хотя бы коробку убрали. Такое чувство, что я приехала. Скажи привет. К родным. Привет. К родным, которые меня долго-долго ждали и любили. И вот они прямо обо мне пекутся. Пылинки сдувают практически. Вот. На 3-й день я нашла работу, а потом я нашла квартиру. Ложечку дай. Ложечки все посуда. Большую мне ложечку дай. Наталья предложила оплатить мне квартиру, там 1-й месяц или 2. Но так как у меня было какое-то там сбережение, вот, я посчитала, что я могу 2 или 3 месяца оплатить квартиру. Но всегда Наталья говорила, если тебе какая-то помощь нужна, обращайся, мы тебе поможем. Потом уже она меня познакомила с Ольгой Карач, которая также нам помогала продуктами, одеждой, юридически с документами, консультациями помогала. То есть тут организована помощь от и до. И помогают искренне, от чистого сердца. Праздники организовывает, и Допомога. И тут есть благотворительная организация «Каритас» от церкви. Мы везде ходим с детьми, везде им нравится, участвуют. Не всегда, конечно, активно, но участвуют. Великолепно, я не могу сказать больше. Вот. Очень позитивно действуют эти кружки на детей. И еще большой плюс, что это все бесплатно. Потому что сейчас наши белорусы репрессированные, конечно, это большая проблема с деньгами, потому что все убегали голые боссы, бросили квартиры, машины, бизнесы. И здесь мы опять с голыми кошельками. Вот, начинаем все заново. Я для себя решила, что если эти люди мне помогли, я для себя решила, что я также буду помогать им. Вот. Я теперь стала волонтером. Я волонтер и в Допомоге, я волонтер и в нашем доме. Для меня это действительно доставляет удовольствие. Помогать другим людям, которые точно так же, как и я, проходят этот жизненный этап.
Каждую вещь надо развернуть, посмотреть, подойдет она определенному человеку или не подойдет. Поэтому тут надо в голове держать несколько человек, несколько заказов бывает, там до 20, до 30 человек. Ты знаешь, что там вот некоторым людям надо такая-то одежда. И ты вот смотришь, все пересматриваешь, и в голове уже фильтр. Подойдет, не подойдет. И там 30, допустим, человек. И надо каждому что-то подобрать. Для того, чтобы они оставались людьми, чтобы они чувствовали себя комфортно, чтобы они чувствовали любовь и заботу, вот, я точно так же им помогаю. Я в Вильнюсе достаточно активна. Ну, насколько мне возможно, настолько я активна. Я участвую в акциях. Раньше у нас были акции несколько раз в неделю, по средам, по воскресеньям. А сейчас у нас только по воскресеньям. Каждое воскресенье в 12 часов дня на площади Кудирки организовываются акции в поддержку белорусов, чтобы никто не забыл белорусскую повестку. Также на все крупные национальные праздники Беларуси тоже мы организовываем марши, шествия, акции какие-то, выступления. Плюс на все большие праздники Литвы мы также приходим и вносим свою повестку, что белорусы, они нуждаются в поддержке. Как минимум моральной поддержке мы нуждаемся. Живи Беларусь! Живи вечно! Живи Беларусь! Живи вечно! Живи Беларусь! Живи вечно! Живи вольно! Везде мы показываем, что про Беларусь, про белорусскую повестку забывать нельзя. Протест не закончился. Многие думают, что это уже утихло, ушло в подполье, что все начали жить своей жизнью. Нет, протест не закончился. И он не закончится, пока мы не построим новую свободную Беларусь. Но я хотел бы вернуться в Беларусь, когда там все станет хорошо. Это было бы для меня хорошо. И всем белорусам было бы хорошо. Они бы вернулись в свою родную страну. Я вернусь в Беларусь, когда там будет новый президент.